1 сентября 2004 года, в День знаний, маленький город Беслан в Северной Осетии оказался в центре одной из самых страшных трагедий в истории России. Этот день, который должен был стать праздником для тысяч детей и их родителей, превратился в настоящий кошмар. Группа террористов захватила в заложники более 1000 человек, включая детей, учителей и родителей, на торжественной линейке в школе номер 1. События развивались стремительно. Когда звуки школьного вальса заполнили двор, террористы, вооруженные автоматами и взрывчатыми устройствами, ворвались в здание. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, медики и спасатели. Создавалась оперативная группа, однако террористы, находившиеся в здании, поставили свои требования, угрожая расправой над заложниками. Ситуация становилась все более напряженной, и каждое мгновение вызывало страх за судьбу детей и взрослых, оказавшихся в ловушке. В течение 3 страшных дней переговоры между властями и террористами продолжались, но надежда на мирное разрешение ситуации таяла. 3 сентября операция по освобождению заложников переросла в штурм. В результате боевых действий погибли не только террористы, но и 334 заложника, среди которых было 186 детей. Эти цифры навсегда останутся в истории как символ невинных жертв и горя, охватившего тысячи семей. Войдя в здание, бойцы спецназа приняли все меры по спасению жизни заложников. Благодаря их профессиональным действиям многие заложники, находящиеся в школе, были спасены. Трагедия в Беслане потрясла весь мир. Память о погибших сегодня чтят везде, в Беслане, в других городах и за пределами страны. 9 класс дыстам, школа фикустам, соответственно, школа на больше дыстам. Мофта фикустам, но хам трагедия шиди, мофта. Город родом, созмала дыстачи, Беслан мошеди, ну джаха кодек, ну шебун чи, код мофта тяжелый момент был очень, тинвазо. Ситуация шедима, шалма, бозот там шедик, куда шедиват на школа махармадар, нол больше дыстам. Каждый год в день трагедии проходят памятные мероприятия, на которых родители, друзья и простые граждане собираются, чтобы вспомнить тех, кто погиб. Это было больно, конечно, для всех, ужасно, шокирующе. И даже не знаю, какие еще слова подобрать, чтобы описать состояние людей и их чувства. Все внимание, естественно, было у телевизоров, в интернете, в газетах. Все хотели, что, дай бог, только чтобы все живыми оттуда. Прошло 20 лет с трагических событий в Беслане. Этот день навсегда изменил жизни многих людей и оставил глубокий след в истории России. Беслан 2024 года – это не только город, помнящий о своей трагедии, но и место, где люди работают над восстановлением, взаимопомощью и надеждой. Эти 2 десятилетия стали временем преодоления и трансформации, которые укрепили дух сообщества и позволили начать новый путь, основанный на памяти и стремлении к миру. Лена Газаева, Лали Кудоева, информационный выпуск «Сегодня».